Ребята, всем привет! Сегодня мы с Андрюхой разбираем Ноха. Снимаем батарейку, снимаем EGR. Что еще у нас там? Сейчас будем батареечку делать. Такой вот у нас сегодня Нох на ремонте. Красавец приехал с батарейкой, с EGR. Будем чистить EGR. У нас уже готовый комплект есть. Ну а по батарейке здесь... Что сказать могу? Разбег в 95 почти. Разбег 95. Вот. Минимальная пара у него 14.01 и максимально 14.96. Это практически в ошибке он катается. Вот. Ну здесь у него раз, два, три, 4 элемента. Вот. Которые не будут работать в общей цепи. Надо будет с ними что-то решать. Ну вот этот еще 1440 еще можно куда-нибудь сбалансировать его, а вот эти уже слабые элементы, скорее всего, пойдут под замену. Чтобы сделать замену, мы будем прогонять их сначала на емкостимерах, вычислим ее процентность, ну и будем по процентности подбирать ему элементы. Вот так, такая будет происходить работа. И на вот этом приборе мы будем все балансировать. Вот батареечка. Добираемся потихоньку. Никто ее не снимал никогда. Да, окислы есть. Здесь вот есть. Ну не жестко, в принципе, нормально. Есть, но так чуть-чуть. 5 секунд. Все. Вот у нас грязный EGR-чик. Засранный изрядно. Сейчас будем все это дело чистить. Тоже грязи хватает. Ну а мы будем чистый холодильник ставить. Вот такой вот в идеале. Уже подготовил. И чистый коллектор. Снимай. А что тут стоит-то? Все по-простому же. Середина, край. Мы будем датчики переносить чуть-чуть сюда вот так. Поставим. Отсюда тоже батарейку сюда в третью уберем. И кулер так-то не грязно сильно, да? Ну есть, конечно. Но не сказать, что там сильно. Бывали и хуже. Еще как. Будет обслуживать свой автомобильчик. Будет делать промывку. Масляный сервис будет проводить на своем тачке. Масло у него черное уже. Вот такое. Не сильно, но есть. Будем переходить на Moly Green. До этого было залито у него Honda Ultra Leo. Будем переходить на Moly Green. Паушный. Чтобы перейти на Moly Green, зальем сейчас с Лукойла промывочного. Со 109-кой помоем. 2 фильтра будет использоваться. То есть один сейчас цикл он зальет на 30-40 минут на улицу. Потом загонит, все дело сольет. И будет свежее масло потом заливать. Так что, ребята, берегите свои двигателя, не давайте им закоксоваться. Промывку, масляный сервис надо иногда проводить. Нормальная тема. Все нормально? Вот Андрюха помыл уже контактики. Все чистые, да? Все чистые. Окислы убрал. У нас проверяется батареечка на приборах. Такой вот клапан EGR стал чистый. Все почистили, все блестит.
Сейчас буду собирать. Промыли движочек 2 раза, да? Промывочное масло со 109-кой. С SL-кой. Нормально. Чистенько все, да? Ну, здесь крышка тоже уже чистая. Запах какой-то такой стоит. Беленькая, блестит уже. Ну, это масло промывочное. Пахнет так. Батареечка у нас на диагностике. Вот уже показала вот такие результаты. 35%, 39, 53, 40, 39, 35, 36, 27, 27. Вот эти уже по сравнению с этими слабые совсем. Этот тоже, ну, побольше, но слабый. 19 практически мертвый. 23 практически мертвый. 28%, 33, 42, 30, 8, это что у нас, 27, 34. Короче, она вся до 40, 20. Она как будто у вас вот так идет парабола, короче. Ну да. Вот так вот. Сейчас ждем, когда вот эти 8 элементов у нас пройдут, и будем По идее, смотреть, по что идее, будет. они всегда вот так идут, короче. Вот так вот, короче. Ну, ребята, когда вот такая батарейка, это уже лучше контракт покупать. Это выгодней и лучше, чем сейчас менять все вот тут вот элементы. Ну тут, если приводить ее к 40-ке, это надо убирать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ну ты это составить можно. 13, 14. И еще здесь сейчас будут неизвестно какие. 14 элементов уже. Но это все равно покупать их там по двушке, по трешке, да, трешка. Вот стоит 40% элемент, трешка. И это получается 19 умножить на 3 где-то примерно. 57 тысяч отдавать за вот это. И кататься потом, ну как бы на 40 вольт батарейки не очень good. Лучше уже тогда потратить деньги, приобрести контракт 90 плюс и кататься на гарантийной батарейке. Вот такие вот, ребята, дела. Ну и исход такой, что ее можно еще докатать, привести ее, допустим, хотя бы, чтобы она хоть как-то ездила. Это убрать вот этот элемент 19%, ну и 20-ки порезать, а оставить где-то примерно 30-40. 30-40. И она еще как бы походит где-то примерно, ну я не знаю, ну год отходит. Нет, но она не будет экономить бензин. Эта батарейка будет присутствовать в машине только для того, чтобы не высвечивалась ошибка P080. Чуть-чуть маленько будет экономить, но совсем мало, незначительно. Вот такие вот дела. Вот такая бывает батарейка. Машина год какой был? 14. Ну вот она родная, и в нее никто не заходил, не залазил. Все элементы стоят на своих местах абсолютно. Обслуживалась она, ну пыли в ней было мало, скорее всего ее продували. Просто ее просто продували, обслуживали, но элементы перекидку не делали. Вот и все. То есть она свой век отходила. Пробег машины 180, да? 180. Ну где-то вот. На таком пробеге уже отходит батарейка. Можно даже просто по пробегу понимать, что если батарейка до такого пробега ни разу не менялась, то это 100% уже батарейка не очень хорошая. Вот. Если она на диагностике показывает более-менее нормальную, ну как, когда нагрузку даешь, держится хотя бы до 5 минут на диагностике на тачстриме, то она хотя бы как бы более-менее еще живая, значит. Но эта батарейка на тачстриме минуты не выдержала. Как только дали нагрузку, она до 14 просела махом просто. И отдала свою емкость. Так что так вот, ребята, ставьте лайк. Ремонт батареек тоже дело нужное, обслуживать надо. Вот. Это пригнали нам фита вот такого вот красавчика. Короче, у него проблема с выжимным подшипником. Он тут очень сильно шумит. Ну, также человек купил ее по низу рынка. Здесь поменял уже катушки контрактные, свечки новые поставил, говорит. Сразу замечаю, что вот этих нету пластиковых защелок, надо менять их.
Дроссельку посмотрел по диагностике, грязная. Ну и с подшипником беда вообще конкретная. Сейчас покажу. Короче, заводится она. Пробег 124 795 километров. Заводим машину. Вот такой грохот. Я еще шумнее ничего не слышал. Вот такой шум. Ну не завтра будем смотреть, бежит там что, не бежит. Будет видно, в общем-то. В общем, подшипник у него жестко шумит. Там, походу, его вообще нету практически. Вот. Холостой ход, походу, развалился вообще. Ну, а так тачка прикольная. Вроде бы ничего, такое состояние. Подшаманить и будет ездить. Так вот. Так что, ребята, ставьте лайк. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Завтра мы будем делать этого фита. Будет контент. Вот. Ну а так, сегодня мы починили Ноха. Уехал у нас в мае Нох. Батареечку мы ремонтировали. Сбалансировали батарейку. Вся была разбалансирована. Почти что 96 у нее разбег был. Разница между максимальной и минимальной парой. Вот. Мы ему убрали сильные элементы. Добавили как бы оптимальные элементы, убрали слабые элементы. Короче, мы ее всю сбалансировали. Ну, человек довольный, уехал. Также и ГР мы почистили. Вот такие, ребята, дела. Ну, в общем, ставьте лайки. Смотрите наш контент. Дальше будет много чего интересного. Вот. Ну, а так, что? Фит от нас уехал. Тут сейчас моя машинка пока стоит. Завтра к нам приедут еще машины, скорее всего, на ремонт. Также планируем ремонтировать Nissan Sirena E-Power. Скоро доберемся мы до Nissan все-таки. Вот. Nissan, как бы идея с Nissan меня не оставляет в покое. Хочется ими заняться. Пока что машины не изученные. Ну и как бы, наверное, будем изучать. Начнем потихонечку. Вот такие, ребята, дела. Honda вообще решила выделиться, и они привезли самолеты, будут показывать сейчас. Я думаю, это не просто какие-то их фантазии там про будущее. Я думаю, это их реальные планы выпускать маленькие самолеты. Пошли смотреть. Ребята, вашему вниманию Honda Jet Elite 2. Да, это реально самолет от Honda. Просто красавцы. Говорить вам, если вы хотите прикупить такой самолетик, кому вам надо обращаться. Вот говорят, у нас в городе воздух загрязненный, ну, вредный, мол. На это я скажу, кому как. Вот мне, который привык, этот воздух очень полезен. Мне напротив от озона мутит. Вот час по лесу походишь, знаешь, сердце свербит, а Беломор закуришь, и вроде отпускает. Вот недавно, значит, мы за грибами ездили. Так поверите, со мной в роще обморок случился. Да. Ну я надышался этим кислородом, да? Организм и не выдержал. Ну хорошо, что хоть ребята сообразили. Подтащили меня к автобусу, к выхлопной трубе. Так вот, еле отдышался. Да.